Перевел и озвучил Иллюминат. В 1953-м президент Египта Гамаль Абден-Насер встретился со вторым лидером братьев-мусульман Хасаном Аль-Худейби. А Абден-Насер хотел выслушать его и понять, чего хочет их организация. Тогда Аль-Худейби очертил главные направления развития, которые должны были привести Египет к шариатскому государству. Первым условием, которое поставил Худейби, была не стабилизация экономики, не разработка проектов и не создание научно-исследовательских институтов. Нет, вместо этого он предложил одеть всех женщин Египта в хиджаб. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. Самое странное, что ни сам Худейби, ни его жена, ни его дочь хиджаб не носили. قلت له أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ Почему экстремистские джамааты и салафитские шейхи так держатся за хиджаб и навязывают его женщинам? И насколько хиджаб – часть ислама? Во-первых, вы должны понимать, что, вопреки мнению многих людей, хиджаб – это не религиозное изобретение. Хиджаб носили еще за тысячи лет до появления ислама. Он существовал еще в древние времена. Его носили в Византии, в Месопотамии, и даже афинские женщины в эпоху Сократа и Платона имели привычку покрывать свои головы. Каждая из древних цивилизаций, которая вводила в практику то, что у нас сейчас называется хиджабом, использовала его по разным причинам. Например, в Римской империи замужняя женщина покрывала голову для того, чтобы окружающие знали, что она уже замужем. В то время как у древних греков и персов, если женщина принадлежала к аристократии, то она носила хиджаб как символ знатности своего происхождения. В Ассирийской империи, древнейшем государстве с документально подтвержденной практикой ношения хиджаба, относящейся к около 1400 году до нашей эры, то есть за более чем за 2000 лет до появления ислама, существовали законы, которые регулировали нормы одежды для женщин. Среди этих законов существовало предписание для свободных женщин покрывать свои волосы, то есть носить хиджаб. В то время как для рабыни-проституток было запрещено одевать что-либо на голову, не говоря уже о хиджабе, поскольку за несоблюдение им грозили суровые наказания. За такой поступок женщине грозило избиение палками и выливание на голову смолы. Время шло, и спустя тысячи лет идея покрывать голову распространилась и на соседние цивилизации, в конечном итоге добравшись и до Аравийского полуострова, региона, в котором зародилось верование, называемое исламом, главным источником которого был Коран.